ты режиссер, документалист, и у тебя очень много наград. Ну, просто хороший человек, идеальный во всех отношениях, мне его просто будет скучно и неинтересно снимать. Например, Судьба. Собчак. То она тебя тоже нашла сама? Беата, я вот Ксения Собчак. Ты поехала одна на войну. Момент я запомнила, когда там мы лежим в окопе, там обстрел, там ну и как раз я еще и в плену, да. И Короче, Мата Хари на минималках. страх, он на самом деле связан либо с прошлым, либо с будущим. О, нет, я не хотела это снимать. Ну, я уверена, что действительно Якутия — это какое-то особое место. Это вот действительно место, где хочется снимать кино. Привет, я Максим Кардозу, и сейчас будет интервью с режиссеркой, документалистом Беатой Бубенец. Эта девушка очень известная в своем кругу, она лауреат огромного количества премий и российских, и международных. Побывала в самых разных ситуациях, даже на войне, была в плену, друзья. В общем, девушке есть что рассказать, и она наша соотечественница, якутянка. Ну что, барды-бытышки? Беата, привет. Привет. Слушай, ну для якутского зрителя, конечно, ты фигура загадочная. Наверное, нужно рассказать, я, конечно, вначале сообщил, что ты режиссер, документалист, и у тебя очень много наград, причем, да, такие серьезные работы, которые вызывают резонанс. Но давай начнем, конечно, про наши якутские корни. Да, согласна? Да, я родилась в Якутске. Ну, в самом Якутске я родилась, хотя у меня мама из Тампонского Улуса, село Мегиналдан, и я все детство, там первые 4 года жизни провела между Якутском и очень много времени проводила в деревне, у бабушки, дедушки. У нас была очень большая семья, у них было 10 детей, у каждого были там внуки, внучки в основном, поэтому, ну, такое воспоминание очень яркое, то есть прям такое насыщенное такое детство было. Вот. Но в 4 или в 5 лет мы переехали в Нижний Новгород, и практически, ну, я сюда приезжала там, может быть, 1-2 раза вообще за все это время. И выросла я в Нижнем Новгороде, до 23 лет жила там, потом переехала в Москву. Вот, и стала уже, когда во взрослом возрасте, один из фильмов, когда училась уже у Разбежкиной в школе документального кино, и приезжала снимать именно в Якутию спустя много-много-много лет. Вот, и постепенно стала уже приезжать во взрослом возрасте. Вот, год в прошлом году там жила. Ну как много вообще Якутии в твоей жизни все-таки? Ты действительно рано уехала из нашей республики, и или в какой момент она снова ворвалась к тебе, и, может быть, ты как ощущаешь себя? Есть ли какие-то корни, там, не знаю, может быть, приходит какое-то сознание якутское, как многие люди говорят. Такое вот есть у тебя? Ну, вообще, я с детства говорю на 2 языках, на русском и на якутском, и то есть я даже до сих пор знаю якутский язык на уровне там 4-летнего, 5-летнего ребенка. И потом, когда я приезжала в Якутию, многие думали, что я там какая-то русская, я не понимаю, начинали при мне говорить там по-якутски. Конечно, я даже знала язык, то есть я понимаю все по-якутски очень хорошо, может, говорю не очень хорошо. Поэтому, поскольку я долгое время не была в Якутии, когда туда приехала впервые, спустя много времени, все равно я ощутила, что я, ну, говорят же, что имеет значение воспитание, да, среда, в которой ты рос, но я понимаю, что в моем случае, и мне кажется, все-таки я верю в силу крови, потому что я наполовину якутка, наполовину украинка, и такое же чувство у меня было, как бы, когда я приезжала в Киев, что я больше все-таки украинка, чем русская, хотя воспитывалась в русской культуре, и потом университет, там, филологический факультет, все как бы я очень, даже, может, лучше, чем какие-то русские, погружена была именно в культуру русскую, но все равно я больше все равно ощущала себя якуткой, когда я приезжала в Якутию, я понимала, что какие-то мои качества, которые я считала какие-то именно моими уникальными, что это такая, может быть, даже какая-то национальная, может быть, черта якутская или там, когда украинская, когда я приезжала в Украину. Ты говорила, что ты приехала сейчас в Якутию, и тебе показалось, что это очень кинематографичный регион. Да. Почему? Ну, я, на самом деле, 2 раза, то есть как, я приезжала в 2013 году снимать диплом сюда. И я тогда уже почувствовала, что вот, то есть ощущение, что ты находишься все время в кино, постоянно происходят какие-то ситуации, какие-то очень кинематографичные, все выглядит так. Но я не знаю, как это объяснить, но это просто вот ощущение, что здесь можно снять очень мощное кино всегда. Вот, просто ты как-то нутром это чувствуешь. Документальное. Особенно документальное, да, я вот
вот заметила, что очень мало вообще документальных фильмов делается в Якутии. Мне кажется, что ну, вот это большое упущение, потому что именно жизнь очень интересная, очень много каких-то событий, и в том числе мистики происходит же просто в обыденной жизни. И мой фильм, вот как раз, который я снимала на диплом, он был такой очень якутский. На тот момент я не знала о существовании якутского кинематографа, и я, когда приехала уже в Москву показывать фильм на дипломах, и там был какой-то член жюри, который смотрел эти фильмы, и он сказал, что это прямо якутское кино, прямо вот видно, что девочка из Якутии, потому что прям все вот эти якутские мотивы у нее есть в фильме и все такое прочее. И я просто удивилась, потому что я же абсолютно не знала, что ни одного якутского фильма на тот момент не видела, но при этом сняла прям якутское кино. А что это за фильм-то? На самом деле я этот фильм мало кому показывала, потому что я сейчас понимаю вот сейчас, что это просто была разница менталитета. То есть я училась в школе Марины Разбежкиной, и я сделала фильм, ну, я приехала летом на пару недель во время праздника СЭХ. Я снимала как бы свою семью, семейную, там, в деревне, там, своего дедушку снимала. Ну, мне казалось, что я сняла хорошее кино, то есть я как бы интуитивно почувствовала, что это какая-то сильная история. Но потом, когда я приехала в Москву и показала материал своей преподавательницы, там, они просто не поняли. Я поняла, ну сейчас я понимаю, что это просто разница менталитетов, разница культур, что русским, да, людям, русскому зрителю непонятно многие якутские вещи, и они просто, ну, не воспринимают это. Им кажется, что это какая-то этнография, что это очень странное, и это было, ну, для меня тогда какой-то, ну, такой вот шок, потому что я подумала, что у меня просто не получился фильм, и я его перемонтировала, как мне там рекомендовали, сделала короче, чтобы просто показать на дипломах, но для меня это была такая неудачная, творческая неудача, и я как-то вот тогда, ну, у меня был такой, как бы, первая неудача, первый какой-то удар такой, потому что, не потому что не получился фильм, а потому что я как бы интуитивно чувствовала, что получилось кино, а тут, оказывается, не получилось. И то есть получается, что я не могу доверять своему внутреннему чутью, что ли, тогда чему доверять, и у меня вот тогда вот был такой кризис небольшой впервые. А сейчас, спустя время, и видя, как люди реагируют там на те же якутские фильмы, я понимаю, что это просто разница менталитетов. Просто, что, ну, никто до меня там не смотрели якутские какие-то документальные работы, им просто было непонятно. А что отпугнуло-то в итоге? Отпугнуло, что я не знаю, мне сложно сказать, это нужно спросить моих преподавателей, что их отпугнуло, что, ну, что они ну даже вырезали? элементарно, то есть, например, я назвала фильм там «Солнце в зените», для меня это было очевидно, что, ну, там СЭХ, да, это когда там все вокруг, у меня просто сюжетная линия строится вокруг этого праздника, там про желание попасть на него, про невозможность, потому что там нужно перейти эту реку, ну, там дедушка хотел попасть на СЭХ, и все вокруг этого, и фильм называется «Солнце в зените», и вплоть до того, что они даже не поняли, а почему такое название, причем тут, то есть и значение праздника СЭХ для них непонятно, ну то есть такие вот культурные различия, что, ну просто вот то, что по умолчанию понятно любому там якутскому человеку, им нужно было объяснять, но моя ошибка, наверное, была в том, что я не объясняла словами, мне казалось, что ну если и так непонятно, то и зачем что-то объяснять. А что вырезали-то, какие сцены? Я сократила. В итоге получилась мистическая комедия, не знаю, про мою сестру двоюродную, которая была в это время все время со мной, и у нее были какие-то постоянно страхи, каких-то призраков она там боялась, что постоянно вот находилась в состоянии какой-то, ну вот что какая-то мистика нас преследует. И в итоге фильм вот я сделала о какой-то вот мистике, что есть она, нет ее, вот как, про какую-то вот такую вот ускользающую какую-то, ну, реальность, которая то ли непонятно, есть или нет, но ты видишь как бы, что человек искренне боится, искренне переживает, там какие-то сцены, там вдруг начинает стая ворон на нас нападает, там, когда мы идем куда-то на кладбище, и это все, ну, выглядело эффектно, и, ну, как бы я это оставила, ну, то есть сделала в итоге вот такое кино. Звучит это все, конечно, завораживающе, очень интересно, и это документальное кино, то есть вокруг тебя всегда происходит что-то такое необычное, получается, или как? Или ты просто умеешь находить? Мне кажется, что, в принципе, когда ты живешь с ощущением, что ты все время в кино, а мне кажется, у меня с детства это вот ощущение, может быть, это, кстати, якутская черта, что все время, ну, такая кинематографичная какая-то у тебя, ну, как это называется, ну, представление, что ли, о мире, что ты все равно ощущаешь себя как в кино. И, может, поэтому я смотрю как бы на жизнь, как на кино, и поэтому, ну, соответственно, снимаю документальные фильмы о жизни. Ну что в итоге ты получил это за свой фильм про Якутию? Какую оценку поставили? Как защитилась. Там оценку не ставили, ну, как защитили, то есть приняли, дали диплом.
диплом, как в итоге, да. Но я никуда не отправила ни на фестивале, ничего, то есть я его показала один раз на дипломах, больше никому не показывала, потому что, ну, я стала сама недовольна тем, что получилось в итоге. Ты же к документальному кино пришла не сразу. Ты журналист. Изначально я филолог вообще, то есть я училась на филфаке в Нижнем Новгороде во время учебы в университете. Но я на самом деле хотела сначала уйти в науку, то есть ты оторван от жизни, получается, и мне хотелось погрузиться сильнее в жизнь, то есть я там читала очень много какой-то литературы, там все какие-то страсти, там какие-то переживания у людей, но это все происходит в книгах, а не в ну, то есть, а мне хотелось в реальной жизни быть свидетелем или самой как бы вот проживать какую-то интересную жизнь, просто читать об этом в книгах. Самая, как бы мне казалось, вот профессия такая близкая к жизни, да, это вот как раз журналист, потому что ты попадаешь в очень разные ситуации, ты общаешься с очень разными людьми, можешь стать свидетелем, да, попадать в какие-то обстоятельства, в которые ты бы не попал, если бы ты не был журналистом. Мне вот это вот очень нравилось. Но практически с самого начала меня все равно не устраивал формат, который в итоге получился, ну, то есть формат телевизионный, то есть тот результат, который получается. Да, там ты сделаешь 3-минутный ролик, который вызывает какие-то эмоции, какой-то резонанс тоже, да, но мне казалось, что вот этот формат не позволяет рассказать истории так, как мне хотелось бы на самом деле рассказывать. Я потом уже, когда переехала в Москву, стала думать, а с чем мне вообще там заниматься, кроме как журналистом быть, и я решила уйти в кино. И тогда я еще не знала, я думала, что я буду снимать игровые фильмы, потому что я не знала о существовании такого документального кино. Вот. И потом я узнала, что есть школа Марины Разбежкиной, которая как раз снимает жизнь реальную, как игровую картину. То есть для меня документальное кино всегда было это как закадровый голос, там какие-то синхроны, какие-то, по сути, журналистский репортаж, просто очень развернутый. А здесь как бы ты снимаешь просто вот как игровая картина, да, но реальные люди играют, не играют, а проживают жизнь, да, ты просто свидетель каких-то реальных событий. И это на меня произвело очень мощное впечатление, и я решила, что вот хочу у нее учиться, поступила в школу Разбежкиной. Как искать героя для своего фильма? Это же проблема наверняка. В моем случае всегда это происходит не специально, то есть я никогда не специально кого-то не нахожу, они сами как-то меня находят, как-то так получается. Первого моего героя, православного активиста Дмитрия Нтео, я нашла, точнее, получилось, что мы с ним встретились случайно. Накануне вот как раз нужно было снимать курсовую, и мы всем курсом хотели снимать фильм про конец света, потому что там 21 декабря 2012 года должен был случиться конец света, и какие-то люди готовились к этому концу света на полном серьезе. И мы как бы всем курсом снимали фильм об этом. И я как бы мне дали задание снимать фильм, акцию какого-то православного активиста, который против конца света, там какую-то акцию проводит, что-то такое. И я просто поехала его снимать. Тут же закрутились какие-то события. Он тут же как бы при мне поехал, там еще что-то, где-то какую-то выставку разгромил, там еще что-то. И я поняла, что вот он герой, потому что он очень такой вот, мощный, как-то заряженный энергетически. И я поняла, что вот этот вот мой герой, нужно о нем снимать. Не потому, что меня интересовал православный активизм или какие-то его взгляды, или я его поддерживала, или была против, просто вот интуитивно. И так всех героев мне как будто жизнь сама предоставляет, то есть они как будто меня сами находят. Я не специально, кого-то там специально никогда не искала, не ждала, как-то так все происходит. Например, Собчак. То она тебя тоже нашла сама? Беата, я вот Ксения Собчак? Собчак была такая история, что я тоже череда случайностей, потому что мой знакомый Александр Старгуев, режиссер, он увидел мой фильм «Полет пули», и он пришел в восторг, и мы начали общаться, и он как бы такой человек, что вокруг него всегда очень много работы, то есть он там известен среди документалистов был тем, что там кому-то что-то все время предлагает какую-то работу. И он мне там предложил снять фильм про какую-то там девочку, которая там участвовала в околополитической какой-то движухе. Потому что она хотела там быть потом в команде Собчак или что-то такое. И я стала снимать эту девочку, и я говорю: Саш, мне неинтересно ее снимать, она неинтересный герой, она скучная, давай я кого-то, давай, и мне вот сам... И на тот момент, когда Собчак как раз заявила, что она пойдет в президенты, и началась просто какое-то безумие, там, взрыв информационный, все стали это обсуждать. Меня зовут Ксения Собчак, мне 36 лет. И как любой другой гражданин России,
Я теперь имею право баллотироваться в президенты. То есть меня очень вызвало восхищение вот это вот, что она пойдет, и как-то я ее, стала ее сторонницей. Вот. Я ей говорю: Саш, я не хочу снимать эту скучную девочку, давай, я как бы хочу снимать Собчак. И он говорит: Собчак, это что, как с ней договоришься, там что-то такое. И как-то так получилось, что она сама ему позвонила и сказала, что я хочу сделать такой же сериал, только про себя, про свою предвыборную кампанию, и давай снимать об этом. И он, как бы, естественно, предложил мне, потому что я как бы проявляла эту заинтересованность. Если говорить вообще про других героев, как уговорить человека для того, чтобы он стал центром твоего фильма? Чтобы его постоянно снимали. Все-таки, мне кажется, люди некоторые, может быть, и не готовы к таким экспериментам. Как правило, человек, который настоящий герой, он внутри себя хочет, чтобы его снимали. У меня преподаватель мой, Михаил Юрьевич Укаров, он преподавал драму у нас, и он говорил о том, что у каждого человека есть какая-то тайна, которую он вообще не хочет никому рассказать. Но сильнее этого желания скрыть эту тайну есть желание рассказать эту свою тайну, да, чтобы не тяготиться ею. И получается, что в принципе каждый человек хочет, чтобы так или иначе быть услышанным, увиденным. И если к нему проявить искренний какой-то интерес, то и участие, да, то не может отказаться. Но особенно если это человек действительно какой-то незаурядный, как бы действительно интересный герой. Он внутри себя, как правило, знает, и у него есть у самого потребность в зрителе, в каком-то человеке, который ему сочувствует. Вот. И, как правило, конечно, героями документального фильма становятся люди, которые переживают в какой-то некий кризис, какую-то драму, какой-то момент важный в их жизни происходит. Поэтому хочется, чтобы кто-то был свидетелем этой его истории. Как правило, мне так кажется. Вот мой опыт говорит о том, что практически все люди, которых я встречала, которые были моими героями, они всегда, у них была у самих уже внутренняя потребность. Ты как-то говорила, я прочитал, что ты всегда предупреждаешь тех людей, которые попадают в кадр, или которых ты снимаешь, или войдут в фильм, что ты не приемлешь, например, скрытые камеры, которые, например, часто документалисты используют. Я не использую никогда скрытую камеру, но я бы не сказала, что я предупреждаю каждого человека, который оказывается в кадре, потому что как правило, я договариваюсь сначала с героем и просто хожу с ним, с камерой. И когда ты достигаешь, в какой-то момент ты просто становишься невидимой, и многие люди просто не замечают, что ты есть, или там привыкают к твоему присутствию настолько, что забывают об этом. Но иногда бывает, что ты, когда снимаешь на улице или какой-то новой обстановке, конечно, нет возможности всех предупредить, получить согласие и так далее. Как правило, так нет, но я и не скрываю, что я никогда скрытой камерой не снимаю. Вот ты уже начала про это говорить. Как технически это происходит? То есть ты постоянно находишься с героем, ты постоянно за ним ходишь, у тебя вот так вот камера, значит, да? И ты сама же снимаешь, у тебя нет оператора. Да, конечно, да, сама снимаю. Ну, расскажи давай, как это происходит. Как раз методом Разбежкиной, да, что называется, то есть школа Разбежкина, она как бы немножко возникла в оппозицию к классической, в гиковской школе, да, где большая команда может участвовать. Как правило, разбежкинцы снимают все в одиночку, то есть нет человека, который отвечает отдельно за звук, за свет, отдельного оператора, то есть ты в одном лице как бы все делаешь. И получается, что когда ты один, да, с маленькой небольшой камерой, то ты легче вписываешься в чужую жизнь, чем если бы это была большая съемочная группа. Потому что большую съемочную группу просто даже физически нужно где-то расположиться. Когда у тебя маленькая камера, то, конечно, и ты как-то довольно деликатный человек, то ты можешь как бы в жизнь человека войти довольно деликатно и не нарушая ее привычного хода. То есть главное то есть я когда только начинаю снимать героя, как правило, стараюсь с ним как можно больше времени провести, потому что вначале всегда есть этот момент привыкания. И всегда есть некое сопротивление. Даже если человек согласился, всегда в какой-то момент может возникнуть какая-то усталость и сопротивление, которое нужно преодолеть. И после этого уже человек расслабляется и уже как бы не обращает внимания на камеру. Но это очень важно выстроить с самого начала очень правильное отношение с героем. Вот, например, у меня герой, как раз православный активист Дмитрий Энтео.
И мы с ним с самого начала обговорили, то есть я ему сказала, что я там буду присутствовать все это время, там 24/7, и буду снимать все эпизоды из твоей жизни, то есть не будет, ну, у тебя не будет возможности как бы меня, ну, цензуру какую-то делать, да, то есть как вот я сняла, это мое видение, это, ну, моя ответственность, там, может быть, тебе не понравится в итоге, что получится, потому что это, ну, невозможно сделать фильм, как сказать, человек часто оказывается ну, то есть это мое субъективное мнение на него, да, то есть это я так увидела, это не значит, что человек точно такой, да, это некий как бы образ, вот, и, ну, такая договоренность вначале у нас была, и поэтому, когда возникали какие-то уже такие, ну, скажем, согласился, а потом возникали какие-то, не то что конфликтные, но какие-то ситуации, да, где ему хотелось там, ну, не надо там снимать, я ему там напоминала наши договоренности, и ему приходилось там, ну, смириться с тем, что вот так. И это было очень правильно, потому что уже когда вот в момент вот этой ситуации, как бы, да, стрессовой, тебе сложно будет с ним договориться. Лучше заранее договориться, чтобы потом уже просто напоминать об этой. Ну, у меня так, по крайней мере, было с ним, и обычно так бывает с героями, что я их предупреждаю заранее, и тогда уже, даже когда возникает какая-то ситуация, они принимают как данное, что ты присутствуешь там при каком-то моменте, там, может быть, им неприятно. А потом они просто уже привыкают и забывают, и уже более расслабленно себя чувствуют. Ты не раз сказала, что они забывают и практически тебя не замечают. Да. Ты, то есть, тенью так ходишь и следишь за всем этим. А какие-то происходили уже такие форс-мажор, ну, не знаю, такие ситуации, когда, о, нет, я не хотела это снимать. Когда личные какие-то вещи, может быть. Как? Ты можешь снять все, да, просто вопрос, что ты будешь потом показывать. Лучше снять на всякий случай все. Я как бы такое придерживаюсь, такого правила. Ну, переходили люди вообще грань вот эту вот какую-то все-таки, что человек незнакомый, да, вы не родственники, там, ты не жена своим героем, да, и, там, не дочка, никто, по большому счету. Но уже настолько тебя не воспринимают, что, там, я не знаю, придумываю на ходу, ходят голые, там, я не знаю, там... Ну, да, задача на самом деле сделать так, чтобы человек чувствовал себя раскрепощенным, поэтому, да, действительно, люди ну, довольно раскрепощенно начинают себя чувствовать, и это, ну, ты как бы к этому стремишься, чтобы человек не смущался себя, чтобы он не носил какую-то маску, чтобы он был максимально собой, поэтому, да, действительно, там уже даже какие-то, как-то с точки зрения там общественной, да, человек начинает вести себя там, ну, неприлично, да, там, при тебе, что так вот, ну, как бы важно, чтобы человек чувствовал себя раскрепощенно, не строил из себя кого-то. Нужно ли любить своего героя, но все-таки у тебя герои, они неоднозначные. Персонажи такие яркие и, наверное, с первого раза не совсем вызывают симпатию, скажем так. Это и люди, которые воюют, это и православные есть активисты, да, то есть люди, которые вызывают все-таки... И Собчак. И Собчак тоже, да, не фея, скажем так. Не нравится абсолютно всем. То есть у них есть и, конечно же, сторонники, и большое число людей, у которых они вызывают, например, негатив. Да. Ну, мне кажется, что сложные герои... Мне интереснее снимать, конечно, сложных героев, неоднозначных, которые ну, просто прежде всего имеют какую-то сложную душевную организацию, поэтому они противоречивые, и они вызывают очень много противоречия, то есть много каких-то разговоров вокруг них, то есть есть кто и поддерживает их, и тех, кто относится к ним негативно. Поэтому прежде всего, конечно, они мне... Ну, просто хороший человек, идеальный во всех отношениях, мне его просто будет скучно и неинтересно снимать, потому что у него и жизнь идеальная, и ничего, каких-то интересных событий, никаких драм не происходит ярких. А вот именно человек как бы со сложностью, более сложный, да, у него всегда будут... Фильм — это же что? Это же драматургия строится всегда на конфликтах. Чем конфликтнее человек, тем богаче драматургия, тем интереснее фильм в итоге получается. Поэтому, может быть, у меня все герои неоднозначные, да, и вызывают неоднозначную реакцию, и у них в жизни действительно начинают происходить какие-то яркие события зато, да, и за которыми интересно наблюдать. Я сказала бы, что я к своим героям отношусь с большим вниманием, с большим уважением к их позиции, с большим интересом. То есть у меня нет никогда осуждения. Я, наоборот, стараюсь больше их понять, чем пытаться там как-то навешать какой-то ярлык или осудить. Мне кажется, гораздо интереснее проявить эмпатию к человеку, и тогда он будет чувствовать себя, на самом деле, более как бы раскрепощенно с тобой и будет тебе доверять больше. И, ну, если только это искреннее, конечно, желание, да, как бы понять человека.
Давай пойдем уже конкретно по фильмам, по твоим. Я так понимаю, у тебя была большая, ну как назовем, это же не командировка в 2014 году, в 2014-2015, когда ты ездила на Майдан в Киев, ты была на Донбассе, в Крыму. Это не была командировка, это очень принципиальный момент, это была моя личная инициатива, потому что я очень хотела, чтобы меня туда отправили в командировку, там, ну, как бы на тот момент я работала как раз в сроке, и у меня из-за этого возник конфликт, потому что они меня не захотели отправить других ребят, и я тогда поехала сама, потому что мне очень хотелось увидеть революцию, там, настоящую, своими глазами, как-то, ну, была вот такая потребность. И потом уже я стала ездить сама, как бы это довольно сложно было в финансовом плане, потому что, ну, и дорога, и необходимость там находиться, это всегда большие затраты. Ну, как, большие затраты для человека, у которого нет бюджета на эти съемки. Одно дело, когда ты снимаешь, там, находясь в том месте, где ты живешь, допустим, там, ты живешь в Москве, у тебя герой в Москве, да, ты можешь это совместить. Другое дело, когда тебе приходится ездить, это, конечно, тяжело, и потом ты не знаешь, когда это закончится. В итоге получилось 2 фильма, правильно я понимаю? Да, и на самом деле материала там даже больше, я бы сказала, просто это вопрос, опять-таки, того, как этот материал нужно монтировать, собирать. Там. Первый фильм я сделала, потому что мне довольно сложно было, на самом деле, вообще с этим материалом справиться, потому что он очень многообразный, он очень сложный, а я Давай как бы сама расскажем внутри. немножко про первый фильм. Фильм называется «Чечен». Да, и я сделала этот фильм, потому что там было понятно, да, есть герой. Давай еще объясним тоже. Главный герой едет из Чечни на Донбасс воевать. Я уже район этого Майдана знаю лучше, чем свой город Грозный. Сначала он приехал на Майдан, он уехал из России, он приехал на Майдан. Тоже с ним была история, что я не то что рвалась его снимать, то есть я приехала на Майдан, и я стала все снимать, и я стала как бы стала снимать там одну палатку, в которой жили какие-то ветераны афганской войны, это афганцы, и среди них вот он был. И как-то получилось тоже такой, он как-то хотел как будто сниматься, у него как будто вот была какая-то его драма, какая-то боль, своя правда, и он очень хотел высказаться, это немножко даже раздражает, когда ты хочешь снимать кого-то там что-то другое, а он как будто немножко так навязчиво так вот там про себя рассказывал. И сначала так, ну да, а потом как-то получилось, что в какой-то момент я поняла, что у меня больше всего материала про него, и он более понятный, и вот исходя из этой вот как бы чисто утилитарной какой-то функции, да, я поняла, что вот он мой герой, я продолжу его снимать уже дальше, там, ну, чтобы эту историю рассказать через героя. Там, Крым, потом Донбасс, и вот как бы я и сделала фильм в итоге «Чечен». Его взяли на самый престижный фестиваль документального кино, на ИТФУ, там какие-то у него сразу несколько номинаций, Это потом где? здесь... В Амстердаме фестиваль проходит. Потом он здесь выиграл сразу там лучший полнометражный фильм, Лавр, лучший арт-фильм, ну как-то вот именно потом там еще какие-то призы он выиграл. Ну то есть он сразу же, как с фестивальной точки зрения, получился довольно успешный. И был второй фильм, про который мы поговорим тоже, это «Полет пули». «Полет пули». Да. Ты поехала его же снимать отдельно совершенно, не сразу же после Майдана, получается. Ты был там перерыв? Я периодически приезжала, когда появлялась возможность, продолжала съемки. Сначала в Крым поехала, потом поехала на Донбасс, и там периодически как бы приезжала. Ну, то есть на Донбассе уже было сложнее снимать, и я там нашла как бы себе, ну, как подработку, то есть я стала работать, сотрудничать с HBO, сериал «Русская рулетка» документальный, Симона Островская, я как оператор там работала, и мне там платили какую-то зарплату, и я могла там на эти деньги ездить потом сама свое кино снимать. И я в одну из командировок, так скажем, да, в одну из поездок, когда решила снимать, я вот поехала искать своего героя, как раз чечена, героя своего первого фильма, потому что я знала, что он где-то в тех местах находится, и попала в такую неприятную ситуацию, что я попала к украинским военным, которые видели, что там я российский человек, ну там российский паспорт у меня там с камерой, и они подумали, что какая-то шпионка, задержали меня, то есть у меня там получилось, что там 2 дня там провела в плену. Но, к счастью, для меня там очень быстро поднялся шум, и как-то меня нашли, и какие-то мои украинские друзья, там, журналисты, помогли вызволить из этого плена, да, и довольно быстро, потому что это там дольше оказалось, там неизвестно, чем это вообще могло бы закончиться, какими последствиями. Вернемся к плену. Не каждый человек может рассказать историю о том, как он был у военных в плену. Расскажи, как вообще это было? Тебе было страшно?
Ну, конечно, конечно, страшно. На самом деле, у меня были очень разные на тот момент мысли. То есть я думала, ну, что вот если меня там задержат, сейчас посадят в эту украинскую тюрьму, интересно, а можно монтировать в тюрьме? Ну, такие у меня были мысли, а что там делать вообще, да? Я подумала, ну, а если нельзя? Ну, то есть это как бы, я понимала, что это последствия могут быть очень серьезные, вплоть до того, что там тебя могут убить просто, потому что, ну, там же на войне, потом скажут, что, ну, просто попали под обстрел. А мы попали, кстати говоря, там как раз под обстрел, когда они меня там куда-то повезли в какую-то другую точку, там начался обстрел тоже, мы лежим в этих окопах, то есть, ну, довольно экстремально были вот эти 2 дня, вот. Ну, ну, как бы страшно, конечно, было, да, но... А за что страшно? То есть тебе страшно за свою жизнь становится? Я понимала, какое-то внутреннее знание у меня было, что все равно, наверное, я выживу, потому что мне надо сделать фильм. Но с другой стороны, то есть у меня, в принципе, же не было в тот момент там семьи, детей, то есть я, как сказать, довольно в этом смысле была, ну, чувствовала себя свободным человеком, да, то есть не было ответственности. Не было ответственности такой, да. Я не знаю, как объяснить, то есть вот именно момент страха, когда там ты находишься в самой такой точке риска, его на самом деле нету, потому, ну, то есть я поняла, что страх, он связан как бы со временем, что ли, да, то есть когда, просто этот момент я запомнила, когда там мы лежим в окопе, там обстрел, там ну и как раз я еще и в плену, да, и мы еще под обстрел попали какой-то, мы лежим в этих окопах, и я поняла тогда, что страх, он на самом деле связан либо с прошлым, либо с будущим, то есть но в момент обстрела не существует ни прошлого, ни будущего, а есть только настоящее, и ты поэтому не испытываешь страха, ты просто как бы, ну, делаешь то, что ты можешь делать в этот момент, ты просто там лежишь, прижавшись как можно сильнее к земле, но ты не испытываешь вот страха в привычном смысле этого слова, потому что у тебя нет просто даже в твоей психике возможности, да, рефлексировать, а страх, он связан все равно с рефлексией, с мыслями, переживаниями о будущем или о прошлом, а здесь как бы нет такого, то есть все происходит только в настоящем, а в настоящем, оказывается, ну, когда ты живешь настоящим моментом, то страха вот в привычном смысле этого слова нету. Как происходит допрос? Ой, очень глупо, на самом деле, потому что начинают, тебя хотят как будто бы запутать, начинают какие-то очень глупые вопросы задавать, ходить по кругу, переспрашивать, как будто бы, ну, хотят уличить в том, что ты говоришь какую-то ложь. А еще там был такой момент неприятный, что они взяли мой ноутбук, и оказалось, что нашли в моем ноутбуке какой-то документ со списком людей, кто в их батальоне служит. А при том, что, ну, я вообще не понимаю, откуда это могло взяться. Мне потом сказали, что они сами же и подбросили. Ну, то есть, если что, у них есть как бы против меня веский аргумент, что я какая-то шпионка, а я даже не знала о существовании этого батальона. Он как-то назывался еще очень смешно, какие-то «Золотые ворота». И просто еще так смешно, что, ну, они когда меня задержали, я подумала, что они просто шутят. Ну, как можно так называться батальон? Потому что они действительно так и называются, какой-то странный батальон. Вот. И причем, ну, и откуда у меня еще и в ноутбуке может быть этот документ. А они говорят, вот смотри, там приходит какой-то айтишник, такой открывает мой ноутбук, так говорит, вот смотри, у тебя здесь вот такая вот бумажка, что значит ты за нами следила, ты специально сюда, тебя прислали. И ты понимаешь, что у тебя нет аргументов против этого. Ты говоришь, нет, это не, ну, откуда у тебя такое может быть, да? И это неприятно, потому что при желании, конечно, там, ну, если бы звезды как-то по-другому сошлись, да, то они могли вполне, у них были основания меня задержать надолго, и уже, конечно, никакое заступничество каких-то там журналистов, это бы уже, ну, не играло никакой роли. Но мне повезло, что как-то вот быстро меня выпустили довольно. Короче, Мата Хари на минималках. Ты поехала одна на войну. Да? Как вообще так можно? На самом деле там в начале как было, то есть там же вокруг тебя всегда очень много журналистов. И, например, тот же Крым, когда я ездила в Крым, удобнее всегда, почему? Можно скооперироваться с другими журналистами, вы берете машину там, и вообще это безопаснее, да? Крым — это же не война, это же не Ну там были горячая точка. мы сначала поехали, там довольно сложно было, ну когда вот этот референдум был, да, мы же ездили с одной точки на другую, там все везде нужно успеть, и просто, если бы я была одна, да, у меня нет прав, например, да, я все равно всегда от кого-то зависима, и поэтому я снимала все время журналистов, и у меня получилось, то есть, когда ты находишься вот в компании журналистов, ты все время снимаешь, получается, про журналистов, а про них, ну, а хочется как бы снимать
ну, по-настоящему, да, ну, настоящую войну, как она есть. А это очень сложно, потому что это нужно договариваться, получать там разрешение, всегда есть какой-то человек, который тебя контролирует, всегда вас удобнее, ну, при службе удобнее, чтобы вас группой там привезли, показали, как в зоопарке, там все подсняли, увезли. А что ты снимешь? Ну, может быть, для журналиста это норм, да, там снять вот именно тебе планы там для закадрового голоса, да, там сообщить информацию. А если ты снимаешь тем методом, как я, да, когда там нужно именно, ну, вот быть свидетелем, да, каких-то ситуаций, то такой метод не работает, потому что, ну, что-то, это как бы не то. И поэтому мне пришлось, ну, и на самом деле вот как-то проще оказалось, чем с журналистами, потому что люди на тебя, как бы, когда ты одна, реагируют по-другому, чем когда вы вот толпой приходите с журналистами, поэтому мне пришлось работать как бы одной, но тебе здесь нужно, здесь важнее всего, конечно, это именно коммуникация вот с людьми, да, то есть, как правило, там местные жители какие-то, да, ты приходишь к ним, там, ты там вызываешь у них доверие, там, они нормально к тебе относятся, тебя пускают, ты там что-то снимаешь, они там тебе рассказывают, ты просто свидетелем таким вот ситуации ты выступаешь. Но именно военных всегда сложнее снимать. Я снимала добровольческий батальон, который как бы независимый, да, от официальной, как бы, получается, военной какой-то там организации. Ну, то есть там же была официальная армия, туда только если там под присмотром пресс-службы тебя... У тебя были добровольцы, которые самостоятельно могли распоряжаться? Да, там вот, своей... это было так, да, поэтому, собственно, они были не против съемок, потому что, ну... И как тебе с ними жилось? Сколько ты с ними провела? Ну, так, получается, что, ну, несколько недель. Ну, я уезжала в Киев, потом возвращалась, но в общей сложности, наверное, так вот несколько недель я была с ними. Вот. Ну, они тоже, не было вот этой проблемы, что снимать, не снимать, то есть они тоже хотели, чтобы их снимали, поэтому было нормально все. Вот. Слушай, ну сразу возникает вопрос. Одна девочка приезжает в батальон к военным, живет с ними несколько недель. Не пристают вообще? Были какие-то такие моменты? Или нужно себя защищать как-то? Или как нужно себя ставить? Ну, это как раз вот такой вот момент, что, с одной стороны, они испытывают какую-то дистанцию, да, потому что они как бы немножко так тебя, это, ну, боятся, ну, не то, что боятся, да, ну, как бы смущаются, да, то есть такого, чтобы там приставать, сразу такого нет. Но при этом вот эта дистанция, с одной стороны, тебя, ну, как в мужской компании, когда появляется девушка, да, там же начинается вот это все, какая-то конкуренция, какая-то все равно какая-то дистанция, они не бывают как бы сами собой, да, они чаще всего, ну, строят некий там образ какого-то, ну, мне кажется, как бы хотят произвести впечатление там и так далее, да, и нужно было подождать довольно какое-то время, да, чтобы они стали более раскрепощенно себя чувствовать, чтобы не пытались произвести впечатление и так далее. Ну и вот я не верю, что никто не флиртовал. Не, ну, конечно, было такое, что там флиртовали, что так. Но у меня получилось, что я сразу же там подружилась с одним из этих вот сильнее всего, и как бы там же так, как бы, ну, типа, значит, она подруга там Руслана, и мы там к ней не будем там приставать, как-то вот так вот это все было. Слушай, ну все равно такая очень тяжелая история, наверное, когда ты снимаешь войну, когда ты находишься на войне. Или есть какое-то притупление чувств? Мне кажется, притупления чувств нет. Ну, тяжело, да. Ну, когда там возвращаешься там, в обычную жизнь, как-то по-другому все воспринимается. Кажется какими-то такими глупыми, там, когда какие-то тебе начинают там какие-то претензии предъявлять, что-то там, какие-то выяснять, какие-то мелкие отношения, ты думаешь, господи, вообще, ну, то есть все, ну, как бы, конечно, по-другому соизмерение другое абсолютно, то есть интересы другие какие-то становятся. Но мне кажется, важно все равно приходить в нормальную жизнь после вот таких вот пережитых, ярких каких-то впечатлений, потому что, ну, нужно продолжать жить и нужно интересоваться какими-то более какими-то мелкими там бытовыми вещами, потому что именно они и составляют жизнь. Если возвращаясь к теме героев и их неоднозначности, вот во время съемок этого фильма на Донбассе были ли у тебя иногда такие внутренние мысли, что эти ребята делают неправильно? Это не то, что я думаю, что я, например, воспринимаю как человек. Ну, конечно, были такие моменты. И там было даже, как сказать, тоже такой, ну, выбор, да, такой документалистский. Ну, не все, что они делали, конечно, я поддерживала, да, но я находилась в каком-то смысле зависимом положении от них. Я находилась там, потому что я ожидала, хотела выйти на связь со своим героем, с Русланом.
И как бы они были моей единственной, как бы, последней уже надеждой, через кого я могла это сделать, да, и мне, там, я находилась просто с ними там. Там были какие-то моменты, там, серии, что Беата, вот мы хотим там пойти куда-то, там, что-то кого-то допросить, или там что-то какую-то организовать, какую-то операцию, давай поехали с нами, потому что ты там вызываешь доверие, ну, что-то вот они хотели как бы использовать меня, да, что там для своих каких-то целей. И я, естественно, как бы отказывалась и говорила, что нет, я не поеду, там мне страшно и так далее. И я как бы уходила от необходимости там быть как бы соучастницей, да, потому что все равно документалист — это наблюдатель, он может там иллюзия складывается, что ты там активный участник, но на самом деле ты всегда наблюдатель, ты не должен вмешиваться. Вот. И я всегда как бы эту вот границу соблюдала, даже находясь в таких вот условиях. Ну, может, мне было проще, потому что ты как женщина, типа, ты можешь сказать, как девушка, там, типа, что тебе страшно, ты не будешь, но если бы ты на моем месте был какой-то парень, его, наверное, ну, чтобы доказать свою лояльность, он должен был бы там пойти на какие-то поступки, да, иначе там нет. Но ко мне было как бы более снисходительное отношение, поэтому как бы мне было проще в этом смысле. Ты словила больше всего хейта после этого фильма? Да, не ожидала. Ну, просто это еще совпало, то есть это был полет пули, премьера на Ардокфесте, плюс в это же время была шумиха вокруг Собчак, и тут получилось, что я и Собчак снимаю, да, который многие ненавидят, и еще и это как бы одно на другое как бы просто дало какой-то сумасшедший взрыв, и я абсолютно не ожидала, что будет такая сумасшедшая реакция. Что людям не понравилось? Люди, которые посмотрели фильм, у них была претензия, что, ну, этического плана, что такое кино вообще не нужно показывать. Почему? Ну, они считали, что там как-то жестоко по отношению к человеку, там одного, ну, по отношению к человеку, ну, как-то слишком жестоко. В общем, там была история какая, то есть ты показала фрагмент попадания в плен. Да, да. И его допрос. Да. И это вызвало очень большой резонанс. Что ты, пес, не воюешь за свою страну, а? Пес, а? Я не пес, А кто? я человек. Сейчас ты узнаешь. Здоровый мужик, нормальный. Что ты, я говорю, не воюешь за свою страну? Потому что у меня там 2 ребенка. Хорошо, а у меня что? Именно вот этот момент, да, и больше всего, ну, вот именно люди, которые родили больше всего за этическую составляющую, ну, то есть их возмутила этичность фильма, да, вот именно к этому у них был вопрос, вот именно к моменту допроса. Но у меня, на самом деле, это вот тоже такая магия документалистская, что когда я сама попала в плен и проходила там вот через все эти какие-то переживания, я жалела, что это невозможно снять, потому что я как бы, ну, мне там, естественно, камеру никто не снимет, и я думала, боже, вот такие самые какие-то сильные, яркие моменты на войне, их невозможно снять, как же так? И тут как будто бы вот я сама, да, эту ситуацию притянула, что и стала свидетелем этой ситуации и зафиксировала все на камеру. Кино — это же в каком-то смысле тоже иллюзия, да, то есть это всегда те чувства, которые ты испытываешь, то есть это выглядело, может быть, страшнее, да, чем было на самом деле, потому что в итоге, ну, по большому счету, там, если говорить про, там, это просто было страшно, потому что никто же не знает, чем это может закончиться. Есть чувство, что человек находится как бы вот на грани между жизнью и смертью, и из-за этого страшно становится. Конечно, все закончилось хорошо, он даже физически как бы, ну, не пострадал вообще, да, то есть не было каких-то там избиений его, да, а у них уже фантазия как-то рисуется, что его сейчас будут избивать, сейчас будут над ним издеваться, и вот малейшее, и когда такое напряжение, да, эмоциональное, малейшее там вот он споткнулся, им кажется, что это уже там его избили, ну, я думаю, что просто чисто восприятие зрительское такое было, ну, потому что это так работает кино. Но это же наоборот лучше, что твое кино вызывает такие эмоции, или нет? Ну, конечно, хорошо, когда фильм вызывает эмоции. Хуже, наверное, когда он абсолютно равнодушие оставляет. Но ты была не готова к такому повороту событий? Я никогда до этого не сталкивалась вот именно с такой вот травлей какой-то, клеветой. И мне прям было, ну, я не знала, как реагировать, потому что когда начинаешь оправдываться, тоже как-то глупо выглядишь, а спорить тоже бессмысленно, потому что это такой шквал, что тебя уже никто просто даже не слышит. И поэтому я какое-то время просто не старалась ни с кем не давала интервью, не общалась. И мне и некогда было, потому что это Собчак была как раз. Я каждый день, там у меня просто с утра до вечера были эти съемки, поездки, мне просто даже... Может, даже я не была прям очень в курсе, даже я вот погрузилась в работу, я была немножко не в курсе того, как бы, масштаба обсуждения, что ли, этого фильма, потому что
Я лишь постфактум это понимала, когда там оказывалась какая-то ситуация, да, и вдруг там мне говорят, вот, там мы про тебя слышали, и я тогда понимала, что насколько это все, оказывается, было громко. То есть в твоей ситуации не было классического, да, когда обрушивается хейт, они все отрицают, это настоящая депрессия для многих, да, то есть ты находишься в какой-то прострации абсолютно, и потом постепенно ты из этой темноты выходишь, и потом уже не обращаешь внимания. Обычно это происходит так. В твоей ситуации было что-то подобное или нет? Мне кажется, с самого начала я ушла в какую-то прострацию, то есть я не погружала, у меня просто физически не было времени даже погрузиться. Просто меня, наверное, усугубила ситуация тем, что еще большой стресс был от съемок Собчак, потому что там не только физически тяжело, но и тоже постоянно какие-то провокации, когда ты свидетель, это тоже тяжело было эмоционально. У меня даже не было возможности погрузиться, узнать, что там кто говорит про меня. Вот. Но постфактум, когда, просто опустошение уже какое-то, уже по барабану, на самом деле, что там кто говорит. Но когда ты после уже съемок Собчак, когда я уже немножко там отошла, и когда я там начинаю там с кем-то, я вот тогда уже как бы начала осознавать, что ли, да, вот все вот эти вот последствия, но общаясь с другими людьми, там какие-то моменты, там вдруг там что-то всплывало. И это, на самом деле, не очень как бы удобно, потому что там, если там зайдешь в интернет, я тогда стала задумываться о том, что нельзя игнорировать, что ли, этот вопрос, связанный там с средствами массовой информации, с журналистами. Получается, что если ты ничего не говоришь, то там куча мнений, да, все ложная какая-то информация, и нет как бы твоей, хотя бы твоей версии, что ли, событий. И это неправильно, и нужно как бы... И я вот так... До этого мне как бы было всегда все равно, то есть на славу, там, на какое-то признание, а сейчас я тогда поняла, что нужно все равно как бы это ответственность, потому что это потом может мешать в работе с другими героями, например. Полет пули все равно получил признание. Да? Расскажи, что и как. На самом деле я тоже не особо активно его где-то там распространяю. Обычно же нужно отправлять на фестивали, там все такое. У меня были продюсеры, которые помогли сделать постпродакшн, но у нас не было какого-то бюджета, чтобы там его отправлять. Я отправила только на фестиваль Sundance, и мне отборщик фестиваля написал, что он хотел бы его взять на фестиваль True Falls Film Festival, который в Америке проходит, один из старейших, тоже хороший очень фестиваль. Его взяли туда, и после этого уже все остальные как-то так фестивальный мир устроен, что узнали об этом фильме и стали везде уже приглашать. То есть он там потом выиграл гран-при на фестивале лондонском, потом там участвовал в других каких-то фестивалях. Здесь, в Москве, ему дали приз «Лучший арт-фильм», тоже премию «Лавр», самая, наверное, престижная премия вообще документалистская в России. Среди русскоязычных, даже не в России, а вот именно на русскоязычной территории, потому что не только россияне участвуют, другие документалисты, кинокритики, какие-то вот именно киношные люди, да, они очень высоко оценили фильм. И даже вот какие-то там мои знакомые режиссеры, да, какие-то люди с мировым именем, да, которые смотрели фильм, они все приходили в восторг. Вот именно, то есть это получилось, что именно сообщество, да, именно профессиональное сообщество признало, что это хороший фильм. Но по большому счету ты уже очень титулованная уже режиссерка, да? Как правильно? Как тебе? Я привыкла к режиссерке еще с украинских времен, потому что украинский язык такой, что там есть феминитивы, и меня все называли режиссерка, и я как бы уже привыкла еще с тех времен называть себя режиссеркой. Ты уже такая почти гранд-дама, нет? Или как? Если говорить про Россию, да, я, наверное, одна из самых там признанных документалисток, потому что у меня там уже некоторые за всю жизнь ни одного лавра не получили, да, а у меня уже там целых 2. Как мне Манский сказал, что это типа очень круто. Как бы я думаю, я чувствую, да, что в принципе у меня есть признание, хотя там не очень-то много фильмов было, и я как-то ничего специально прям такого не делала, но какие-то там, как бы так получается, что признание все-таки есть. И я, наверное, одна из самых тех вот, у меня много призов, признаний, фестивалей. Я еще для зрителей хотел сказать, что «Полет пули» — это такая уникальная тоже история. Это 80 минут практически непрерывного кадра. Да? Это непрерывный кадр? Прям? Непрерывный, да. Без монтажа, без склеек. Без монтажа, без ничего, без склеек. Это просто 80 минут из жизни военного батальона. Да. Сначала как бы военная часть, потом будни их, то есть там как бы в 80 минут уместилось все, то есть... Это такое мощное погружение получается в ту атмосферу. Ну давай про Собчак. Ты уже так много прозвучала ее фамилии.
В общем, ты снимала сериал, который выходил у нее на YouTube перед выборами, когда она баллотировалась в президенты нашей страны. Но ты же хотела снимать фильм. Да, я снимала фильм, то есть у нас была договоренность, что вот сейчас вот выходят эти ролики, но вообще вся эта работа делается для того, чтобы потом вышел фильм про эту предвыборную кампанию. Ну, мне казалось, действительно интересный, да, герой такой неоднозначный, которого тут очень много кто ненавидит, и тех, и этих, и при этом, и много очень интересного, то есть это все, и в том числе про Россию, да, про вот это все, как проходят выборы. Я хотела делать фильм, но, видимо, столько обрушилось какого-то тоже хейта, прям вот негатива, да, вот в сторону там Собчак, меня, вот этой всей истории, что я так это объясняю, да, что это нашел выход в том, что мой жесткий диск, в котором хранился весь этот материал, просто вот случайно один раз упал, и все, и весь материал пропал. То есть это вот как злой рок какой-то, не знаю, потому что у меня никогда материал не пропадал, хотя я не делала бэкапы, там никогда ничего, но никогда не пропадал материал. А тут просто концентрация какого-то негатива, видимо, вылилась в то, что вот материал просто уничтожен был. А что было самое сложное в работе над сериалом «Собчак»? Когда Собчак я снимала, там каждый день, то есть постоянно поездки, то есть это и физически было тяжело, потому что постоянные перелеты, постоянно с утра до вечера ты не живешь своей жизнью, ты живешь только там жизнью вот этой вот предвыборной кампании. Плюс это были постоянно какие-то интриги, какие-то околополитические, там какие-то что-то все происходило, какие-то страсти, драмы, то есть это все и эмоционально тоже было довольно трудно выдержать, то есть это вот довольно стрессовый был опыт. А какая она вообще, Собчак? Я не знаю, в каком смысле, разные. Мы же видим все равно какую-то маску, одну из масок, да? Это крутая телеведущая, интервьюер, женщина, перед которой открываются все двери, которая привыкла роскошно. Я бы не сказала, что перед ней все двери открываются. Ей довольно трудно приходится, потому что у нее тоже есть этот шлейф, что она еще не успела прийти, но ее уже заранее ненавидят, или там у нее какое-то предубеждение насчет нее. И ей постоянно приходится вот с этим вот жить, где-то там, этому подыгрывать, где-то пытаться там переубедить, но это бесполезно, потому что люди уже знают, кто она, какая она. И ей приходится вот с этим постоянно существовать. Она строгая, требовательная? Да, она очень требовательная, очень строгая. То есть те, кто у нее были помощники, которые как личные ассистенты, да, вот ему, конечно, приходилось очень несладко, потому что она довольно эмоциональная, невыдержанная, она может там накричать очень сильно, то есть нужно быть человеком с крепкими нервами, чтобы вот прям близко с ней работать. Но на меня она не кричала, потому что у нас немножко другие, субординация другая была немножко с самого начала. Но с ней находиться может быть довольно тяжело, если у тебя, ты такой чувствительный, ранимый человек, ты можешь, конечно, да, если она накричит на тебя. Слушай, если продолжать тему кино, не документального, а художественного, сейчас про якутское кино, конечно, говорят все, кому только не лень, и тебя как-то с ним связывают? Вот говорят, что узнают, что Беата ты из Якутии или нет? Я изначально вообще для многих, наверное, сюрпризом, потому что я тоже якутка, потому что, знали Беата, но никто не знал, что у меня якутские корни. Вот. Но меня никто не ассоциирует как якутского режиссера, то есть я стала известнее раньше, чем стало известно, что у меня есть якутские корни. Поэтому я снимала про якутских киношников, когда приезжала весной 2019 года, то есть я снимала как раз вот Харахар, как снимался немножко там, не фильм, а в фильме, там на съемочной площадке меня позвали, чтобы я могла поснимать, как снимается якутское кино. Меня, конечно, поразила там атмосфера, как люди вообще отдаются процессу, да, вот насколько прям буквально вкладывают в душу, в то, что они делают, и поэтому, наверное, мне кажется, главный секрет вот этой вот успеха якутского кино в том, что люди просто вот действительно очень вкладываются эмоционально в процесс. И я поразилась, как вот люди отдаются этой работе, этой профессии, и это вызвало, конечно, восхищение. Ну а потом я снимала весь успех вот этот вокруг фильма «Надо мной солнце не садится», потому что я снимала ММКФ, журналистская подработка моя там про это снимать, но все равно это позволило мне как-то посмотреть изнутри, узнать, познакомиться с киношниками якутскими. Но есть гордость какая-то за это?
Конечно, да, да. Ну, я уверена, что действительно Якутия — это какое-то особое место. Я это и почувствовала ранее, там, когда ничего не знала про кинематографический бум, что снимаются фильмы, что это вот действительно место, где хочется снимать кино. И мне хочется, чтобы было больше документальных фильмов. Спасибо, Беата, что пришла ко мне. Спасибо, что пригласила. Очень интересно. Да, и интересно творческих рассказывать. тебе успехов и новых лавров. Спасибо.